Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что ваша душа говорит вам из будущего? О чем хочет предупредить, что посоветовать, либо подсказать, в сегодняшнем дне. То есть, что вы сами себе говорите из будущего. Загадайте, пожалуйста, на себя. Обратитесь к своей душе, попросите важный совет, ответ, либо подсказочку. Давайте посмотрим, что вы сами себе говорите. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, пусть высшие силы вот руками раскроют то, что сейчас у нас скрыто, то, о чем мы желаем услышать и узнать. Так, здесь у меня люди, судя по всему, ругаются. Либо ругаются, либо какие-то странные у них отношения. Может быть, пауза, может быть, как будто бы замерли отношения. Может быть, вы не общаетесь именно так, как хотелось бы. Может, вообще непонятно, ваш ли это человек, либо нет. То есть неопределенность, вот правильное слово, между вами неопределенность. Кто-то поссорился, а кто-то еще не начал полноценно общаться. Вы сами себе говорите, что у этих отношений есть прекрасное будущее. Пусть оно не самое простое и не самое легкое, но оно прекрасное. В этом будущем у вас будет много очень ярких моментов. Именно вы друг другу докажете, кто вы друг другу приходитесь. То есть тут продолжение будет, тут целая любовная история, и все это у вас впереди. Если вы сейчас переживаете из-за ссоры, из-за того, что не происходит ничего, с мертвой точки не сдвигаются отношения, то развитие точно будет. Вы сами себе говорите, что здесь прекрасная любовная история и прекрасное будущее для двоих. Единственное, что вы просите себя, это не пороть горячку. Я уж не знаю, о чем речь идет. Вам-то лучше знать самого себя, либо саму себя. Может быть, вы такой человек, можете вспылить, либо у вас иногда что-то находит, можете какие-то ошибки допустить, либо вы можете как нетерпеливостью какой-то обладать, не парите горячку, и все будет хорошо. То есть тот, о ком вы думаете, либо та, о ком вы думаете, если смотрит меня мужчина, у вас еще все впереди. У вас прекрасная любовная история впереди. Любви быть, отношениям быть. Эти отношения много счастья принесут в вашу жизнь. Но нужно не пороть горячку, это вы сами себе передаете. Вы будете вместе. Тут при любых раскладах вы вместе. Вы с друг другом уже повязаны. Эту связь ее не видно, но она уже существует. И никуда от этого не деться. Дальше. Здесь вы чем-то хотите заняться, но о чем-то еще не знаете, либо что-то есть в вашем будущем, что может как-то негативно сказаться. Вы себе говорите, что нужно подождать. То, чем вы хотите заниматься, нужно немножко подождать. Либо дождаться каких-то событий. Опять же, вы все разные, у каждого будет по-своему. Но мне идет, что что-то должно поменяться. И эти перемены, они должны стать отправной точкой в вашем деле. Сейчас бессмысленно заниматься чем-то новым, потому что перемены, видите, эту молнию, они еще не случились. Когда они случатся, тогда для вас это дело и откроется, либо будет очень благополучным. Допустим, как пример, как я это вижу. Может быть, вы хотите открыть свое дело, но сейчас очень плотная конкуренция, и будет сложно вам делать первые шаги, уж тем более этап становления будет затяжным и достаточно сложным.
но ударит вот эта молния, что-то поменяется, да, поменяется, может, конкурентов меньше станет, либо рынок сбыта станет гораздо больше, расширится, да, может, там мировые какие-то эти откроются вам площадки. Просто надо что-то подождать, пока ударит вот эта молния. Как только это произойдет, тогда смело начинайте, и ваш путь, он будет максимально легким и удачным. Об этом вы говорите. То есть тоже не спешите, да, спешить не надо. Что-то должно произойти. После этих событий, да, тогда все будет хорошо. Ну а если раньше начнете, то будет очень тяжело. Так, а здесь мне показывают ваше состояние, а вернее причину вашего состояния. Есть причина, и причина серьезная, но эта причина легко искореняется. Это не то, о чем вы думаете, либо не то, что вы подозреваете. Вам нужно обследоваться, либо вам нужно заключение врача, да, чтобы понять, что с вами происходит. Говорят, что вы сами себе говорите, что причина серьезная, но это лечится, либо вы можете это вылечить. Здесь главное узнать достоверно, да, в чем причина, либо какой у вас диагноз. И при правильном лечении вы быстро встанете на ноги, либо избавитесь от этих болевых ощущений, пойдете на поправку. Об этом вы говорите. То есть не заниматься самолечением. И то, о чем вы сейчас думаете, это не оно. Вот. Что-то другое. Надо обязательно обследоваться. Чем быстрее вы пройдете обследование, тем быстрее будет установлен диагноз, тем быстрее вы получите адекватное лечение, тем быстрее вам станет хорошо. Вот, легко, и вы будете здоровенькой либо здоровеньким. Но не самолечение, потому что вы не на то думаете. Может быть, оно схоже по симптоматике, но на самом деле это что-то другое. Дальше. Вы о чем-то хотите знать. Вам нужен какой-то ответ. Но показано, что вы не готовы узнать. Вы не готовы. Может быть, эмоционально не готовы, может быть, морально не готовы, может быть, даже физически не готовы. Вы не готовы к какой-то правде. Эта правда может вам навредить, либо этот ответ может вам навредить. А может быть, вы не в том состоянии, чтобы понять, в чем истина, да, в чем ответ лежит. Какая-то информация от вас закрыта. Но опять же, всему свое время. И когда вы будете готовы, вы все узнаете. Ну, либо обо всем узнаете. Вот показан такой знак. Дальше. Кого-то вы в чем-то подозреваете. Подозреваете, вроде какие-то доказательства есть, либо вам кто-то что-то рассказал, вас ввели в заблуждение. Тот, кого вы подозреваете, либо та, кого вы подозреваете, перед вами ни в чем не виноват. Здесь может речь идти о чем угодно. Вы можете подозревать своего партнера в неверности. Да, и какая-то подружайка, например, сказала, что видела его с кем-то, либо ее видела с кем-то. Это все неправда. Вы можете подозревать человека в каких-то криминальных делах. И может быть, там какое-то стечение обстоятельств, что человек был рядом, либо человека кто-то видел. Это не так, человек ни в чем не виноват. Не берите грех на душу, пока вы не обладаете полной информацией, а та информация, которая есть, она недостоверна, либо не является правдивой. Не обвиняйте этого человека. Это грех, так нельзя. Вы можете обидеть очень хорошего человека, либо человека, который очень хорошо к вам относится. И этого человека можете потерять из-за этого. Поэтому лучше свои обвинения держать при себе. Вы все узнаете, все встанет на свои места, но если вы человека обвините, то уже этого не исправить, уже этого будет не изменить. Вот, не надо. Не надо. Подозрения ваши ошибочные. Вы так сами себе говорите. Это человек, кого подозреваете, ни в чем не виноват. Виноват кто-то другой, о ком вы не думали, либо на кого вы не думали. И еще. Здесь у меня кто-то из-за работы переживает. Вот кажется, что вы то ли теряете работу, то ли работа настолько вас уже задолбала, да, вот настолько она вам не интересна, настолько она тяжелая, может быть, низкооплачиваемая, что вы думаете, вот все, да, уволюсь, пойду искать другое себе место. Либо вы боитесь, что вас уволят. Вы все разные, у каждого может быть по-своему. Если вы боитесь увольнения, то здесь показано, что увольнения не будет. Здесь показано, наоборот, что будет рост. Представляете, да, какой нежданчик. Вы-то думаете, что вас уволят, а вам, наоборот, выше должность будут предлагать, либо там больше оклад. Но нет, здесь все-таки рост. Значит, выше должности и выше оклад. Вот в таком ключе показано. А те, кто хочет уволиться, кому уже все надоело, кто задолбался, не делайте этого.
Не делайте, дождитесь предложения. Вам будет предложение, и тогда только лишь увольняйтесь. Не уходите в никуда. Да? Вам не стоит этого делать. Это будет тяжелое время. Вы будете очень нервничать, да, потому что новую работу вам придется еще ждать. Здесь показаны временные отрезки. Они разные, для каждого отыграются по-своему. Я не буду их даже называть, чтобы вас не травмировать, но вам нужно дождаться именно предложения. Будет предложение конкретно вам сделано с другой компанией, с другой организации. Может быть, кто-то из знакомых вам сделает предложение. Дождитесь предложения, не уходите в никуда, иначе вас могут ждать тяжелые времена. Не только в финансовом плане, но и в эмоциональном, потому что вы будете очень переживать, если вы не сможете быстро найти новую работу. Вот нервы, переживания, стресс. Вот зачем вам это нужно? Лучше держаться за эту мнимую стабильность, пусть даже она вам и не нравится, осточертела, но все равно держитесь, чтобы потом не было неприятно и больно. У вас будет предложение, и вы смените работу, и в будущем у вас хорошая работа. Ну вот я ее вижу, вы сами себе говорите, но только не уходите в никуда. Вот, не надо этого стресса, не надо этого всего. Дотерпите, дождитесь. Ждать не так уж и долго. Но просто одно дело, когда вы ждете, вы понимаете, что вы там получите свою зарплату, получите там аванс и зарплату. А другое дело, когда вы сидите на иголках, понимаете, что деньги заканчиваются, а работу я найти не могу. Вот, пожалейте свои нервы, пожалейте свой сон, пожалейте себя, не уходите в пустоту. Нельзя этого делать. Ну, а те, кто думает, что их сократят, нет, вас, наоборот, повысят. Вот, так что вам вообще переживать не стоит. Просто меньше об этом думайте, и все. Вот, а то вы уже прям дергаться начинаете каждый раз. Вот это влияет на ваше здоровье. Так, еще. Здесь у меня женщина. Ну, мужчину ищет, я так понимаю. Ну, как мужчину? Грубо звучит, извините. Вы ищете достойного спутника жизни, да? Вы хотите найти нормального, адекватного человека, с кем вам будет не только хорошо по жизни, но и кому вы сможете довериться. Вот, вы сами себе говорите, что он за спиной находится. Этого человека вы уже знаете. Пути Господни, они неисповедимы. И тот, кого вы ищете, вы его знаете, он рядом с вами. Рядом с вами. А у этого человека уже чувство к вам созрело. А вы такая, ну типа, ну друг, ну типа знакомый, ну типа приятель, да, вообще не смотрите на него как на мужчину, а он достойный человек. Именно с этим человеком ваше счастье предопределено, вот так показано. Может быть, вы ходите сейчас на свидание, может быть, там на сайтах знакомитесь, может еще там где-то себе мужиков высматриваете, но ваш тот, кто по судьбе, как суженый, ряженый, он уже вам знаком, и он с вами прям совсем рядом, как за вашей спиной показывают, рядом с вами находится. Вам быть счастливой, и именно с этим человеком, вот четко показано. Так, дальше. А вот здесь показано, что вы чего-то не делаете, потому что вы боитесь, ну, либо не уверены. И вы себе говорите так, что это глупо. Сейчас вы боитесь, не уверены, а через месяц вы будете, ну буквально через месяц, вы будете себя ругать за то, что вы этого не сделали, за то, что вы побоялись. И больше возможностей у вас нет. Поэтому подумайте о том, чего вы боитесь. Подумайте и сделайте это. Сделайте, пока время не вышло. Здесь время какое-то лимитированное и ограниченное. Возможность схлопнется, и потом будете уже сожалеть. Сейчас боитесь, а потом можете сожалеть. Лучше переступить через свой страх, сделать и быть спокойной, вот, чем потом сожалеть, что возможности больше нет, возможность исчезла. Я не могу сказать, с чем это связано, вам виднее, чего вы боитесь, но вам нужно это сделать, вы сами себя об этом просите. Дальше. Здесь вы сами себе говорите, что семья будет полной. Возможно, вы мама, которая воспитывает ребенка одна. А возможно, так получилось, что ваш муж где-то находится, либо где-то работает. Вот вы сами себе говорите, что вы все будете вместе. Вместе, неразлучные. Это время, оно наступит, оно у вас впереди. Вот, просто немножко нужно еще подождать. Подождать, и все будет. Сколько ждать не показано, потому что вы все слишком разные, но показано, что это точно будет. Вы будете вместе, семья будет полной. Ну, либо вы найдете того самого мужчину, который не только вам мужем станет, но, например, отцом ребенку станет. Дальше. По поводу
того, что в жизни вот как-то пусто, не везет, ну как-то удача обходит вас стороной. Вы знаете, что нужно делать, но почему-то не делаете. У вас есть какой-то рецепт, ну, либо как инструкция, да, что нужно сделать, чтобы обрести свое счастье. Но почему-то вы как-то то ли скептично относитесь, но то ли, может быть, как-то игнорируете, не придаете значения. У вас есть рецепт, который вам поможет, либо инструкция, которая поможет вам жизнь свою наполнить, либо вернуть удачу в свою жизнь. Может быть, речь идет о каком-то заговоре, ритуале, либо какой-то практике. Вы уже об этом знаете. Может быть, у вас где-то записанное лежит, либо какое-то видео вы посмотрели, где давали хорошие советы, хорошие инструкции. Вот вы сами себе говорите, что нужно этим воспользоваться как можно скорее, ну, либо как можно скорее это сделать. И тогда жизнь начнет наполняться, и тогда все то, о чем вы сейчас сожалеете, либо нуждаетесь, оно вернется в вашу жизнь. Вот, просто не медлите. Здесь хороший результат, потрясающий даже, я бы сказала, результат. Вы потом постоянно будете это делать, постоянно будете поддерживать, ну, либо ритуалом, либо практикой тот уровень жизни, который обретете. Просто сейчас вы в это не верите, либо как-то отмахнулись, ну, посчитали, что это, ну, типа какая-то сказка для взрослых. На самом деле оно работает, либо именно в вашем случае 100% сработает. Вот, подумайте, о чем может идти речь, и применяйте, делайте как можно скорее. Да, а то Луна у нас скоро войдет в полнолуние, и будет поздно. Да, такие вещи обычно делают именно в новолуние, но только не в первый день, когда месяц зарождается, а где-то на второй, на третий можно делать. Вот. Так что поспешите, у вас еще есть сколько, 2 дня получается, можно успеть. Может быть, поэтому вы попали на это видео, чтобы вы получили именно эту подсказку, чтобы вы успели уже сейчас, уже в этом месяце изменить свою жизнь к лучшему. Дальше показывают момент, когда очень много людей, ну, как отворачиваются от вас, ну, либо не замечают, да, может быть, и не отворачиваются, просто не замечают. Либо вы не имеете голоса, да, может быть, к вам не прислушиваются. Здесь показано событие, там, где вы, ну, вот своими руками как будто бы мост сооружаете. Благодаря этому мосту вы и сами выйдете, ну, на какую-то желанную землю, и за вами люди пойдут. Вот какое-то яркое событие, действие, даже не событие, а действие с вашей стороны, которое на вас обратит внимание. Вы тут и себе поможете, и другим поможете. И после этого момента все поменяется. Вы станете очень уважаемым, знаковым, значимым, всеми любимым, почитаемым человеком. К вам прям все подтянутся. Те, кто старше вас, и те, кто вас критиковал, и те, кто вас не воспринимал, все к вам подтянутся. Вообще мне показано, что вы как гуру какой-то становитесь. Гуру, знающий, проводник, человек ведающий, да, вот к вам так будут относиться. Сейчас, возможно, вас не верят, либо вас не слышат, но вы, ну, вот как примером покажете, либо каким-то действием покажете, кто вы есть, на что вы способны. Тогда, как и старый млад, все к вам повернутся, все к вам потянутся. Вы очень уважаемый человек. Смотрите, тут люди вам прям поклоны бьют, руками вам машут, и вы сидите высоко, а все люди вот как у ваших ног мне показаны. То есть вы добьетесь этого. Даже не желая этого, вы это обретете. Что-то вы сделаете то, что другие не могут сделать. Вот здесь вы себе говорите, что вам нужно себя защищать, потому что вот есть люди, которые смотрят на вас, которые завидуют вам, которые, ну вот, хотят вам навредить, либо им будет хорошо, когда вам будет плохо, и они что-то для этого делают. И вам нужно себя защищать. И еще вы себе говорите, что вам не нужно быть таким доверчивым человеком. Вот доверие, может быть, через доверие эти люди негативные на вас как-то смогут воздействовать. То есть не надо верить на слова, не нужно быть доверчивым, и нужно себя защищать. Может быть, защиту на себя поставить, может быть более скептичным человеком, и это будет ваша защита. Может быть, что-то другое вам нужно предпринять. Но недобрые люди, они как-то вот рядом, и они, ну, вот постоянно на вас смотрят, показано. А вам нужно себя защитить от этих недобрых людей.
Зависть. Мне идет, что очень много зависти. Зависти и вот желание там сделать вам подножку, да. Ну, потому что эти люди ничего не могут, и им плохо, больно даже, да, когда кто-то добивается успеха, либо кто-то яркий, кто-то самобытный, самостоятельный, независимый, ни на кого не похожий. Да, вот из-за этого они вот негативят вашу сторону. Кстати, здесь еще показывают вашего врага. Враг получается, да, это человек вам враг. И показывают, что этот человек в опасности находится. Ну, либо идет такое время, когда этот человек в опасности будет находиться, опасность, какая-то беда будет грозить этому человеку. Смотрите, и у вас будет выбор. От вас как будто бы будет зависеть. Вы либо поможете этому человеку, либо, ну, скажете, ну иди, живи своей жизнью. Вот как от вас что-то будет зависеть, попадет ли этот человек в беду, ну, либо вы поможете. То есть такое время идет. И вам нужно будет делать сложный выбор. Почему-то вы про душу себе напоминаете. Может быть, это как намек на то, что душа бессмертна, и ну, с вас могут спросить, да. Может быть, если вы там, например, не поможете, потому что человек враг, у вас потом душа будет болеть, да, потому что вы добрый человек, совестливый, верующий. Вот об этом говорят. То есть, когда врагу станет плохо, либо будет грозить беда, вот вы себе говорите, вспомни о душе. Вот это важно. Ну, врагу вашему явно не поздоровится. Но я так понимаю, что от вас это все будет зависеть. Либо вы можете спасти этого человека. Понятно, что вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Так, и еще вы себе говорите про какие-то материальные возможности, либо блага даже, финансовое состояние, положение. Себе говорите, что после каких-то тяжелых испытаний жизни, выживания, вот как-то так показано. Причем, кстати, не только для вас, но и для других людей. Вот как будто бы все в одной лодке. Придут хорошие времена, вот как золотые времена какие-то придут. Те проблемы, которые есть сейчас, они будут казаться как будто бы из другой жизни. Ну, здесь как процветание показано. После тяжелых испытаний, после каких-то тяжелых времен идет эпоха процветания. И для вас, и для всех других людей, кого вы, например, знаете, либо с кем в одной лодке находитесь. То есть момент процветания, он у вас впереди. Пройдете испытания, пойдете в процветание. Вот как-то так показано. Может быть, это связано с общим положением дел, да, там, с глобальной экономикой, либо экономикой вашей страны. Но вы это переживете. И за этими временами все будет хорошо. Там, как золотое время показано. То есть больше финансовых возможностей, больше средств, больше как ваших личных средств, вы больше зарабатываете, вам проще жить, ваша вот эта корзина потребительская, она прям расширяется, да, вы многое себе сможете позволить. То есть это время, оно еще впереди, то есть оно еще не настало. Время, оно вам обещано, то есть вы себе из будущего об этом говорите. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.